В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейкушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Суд вынес обвинительный приговор. Завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве Климантовича. О конкретных результатах сотрудничества в встречах Хаджимба и Нургалиева. В каком состоянии скульптурные композиции и кто за ними ухаживает? Актуальный репортаж программы. Верховный суд Абхазии вынес вердикт по громкому делу об убийстве российского предпринимателя Сергея Климантовича и его помощницы Оксаны Скоредновой. Уголовное дело рассматривал Верховный суд под председательством судьи Екатерины Онищенко при участии судей Тимура Шоня и Романа Кварчия. Подсудимые по делу признаны виновными в умышленном убийстве россиян. Заказчик получил 16 лет, а исполнители от 13 до 20 лет лишения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Из зала суда репортаж Симы Аргон. Сергей Климантович возглавлял компанию «Эль Петролиум Абхазия», занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скореднова пропали в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его помощницы были найдены 12 октября 2013 года в заброшенном колодце в селе Адзюбжа Ачамчирского района. По подозрению в умышленном убийстве были задержаны Рамин Хмаил, Ахрагопия, Джумбер Бигвава и Аслан Свижба. Организатором преступления сторона обвинения считает депутата Народного собрания Нодика Квициния. Остальным соучастникам преступления предъявлены обвинения в похищении и умышленном убийстве по найму. По версии следствия, действующий депутат Народного собрания Нодик Квициния организовал похищение российского предпринимателя и его помощницы в целях получения выкупа в $2 миллиона. Получив отказ от Сергея Климантовича дать выкуп за освобождение, обвиняемые с целью сокрытия похищения устранили потерпевших. По утверждению прокуратуры, за это Нодик Квициния предложил соучастникам 15 миллионов рублей. В августе 2012 года у Квициния возник преступный умысел, направленный на похищение Климантовича из корыстных побуждений в целях получения денежных средств в размере $2 миллионов США. Не желая лично участвовать в похищении человека, Квициния, выступая в качестве организатора преступления, решил приискать соучастников, наняв лиц, способных за материальное вознаграждение похитить Климантовича и создать им условия для совершения преступления. Действуя с этой целью, Квициния в указанный период времени разработал план его похищения. Судебное разбирательство по делу об убийстве в 2012 году российского предпринимателя Сергея Климантовича и его подруги Оксаны Скоредновой длилось на протяжении 1,5 лет. Обвиняемые полностью отрицают свою причастность к инкриминируемым им деяниям. Сегодня в зале судебных заседаний Управления внутренних дел города Сухум был вынесен вердикт по делу двойного убийства россиян. Подсудимые Джумбер Бигвава и Рамин Хмаил присутствовали на оглашении приговора. Остальные подсудимые, воспользовавшись своим правом, не пришли в зал заседания. Приговор зачитывали больше 4 часов. Верховный суд установил, что обвиняемые совершили похищение 2 лиц по предварительному сговору с целью выкупа, а затем совершили убийство. Верховный суд Абхазии приговорил Нодика Квициния как организатора преступления к 16 годам заключения под стражу с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Руководствуясь статьями 304, 307, 308 и 309 УПК РА, суд приговорил: признать Квициния Нодика Юрьевича виновным в совершении преступления на основании статьи 63 Уголовного кодекса Республики Абхазия путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Квициния наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Квициния избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу и арестовать его в зале суда. Аслан Свижба приговорен к 20 годам заключения под стражу, Джумбер Бигвава к 15. Ахрагопия лишен свободы на 14 лет, Рамин Хмаил на 13. Путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Свижба наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В соответствии со статьей 64 УК РА к вновь назначенному наказанию частично присоединить неотбытое наказание по приговору Гагрского районного суда от 5 ноября 2010 года и окончательно к отбытию ему назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Признать Бигвава Джумбера Африкановича виновным в совершении преступления путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Бигвава наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Признать Гопия Ахру Шалодиевича виновным в совершении преступления, назначить Гопия наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения ГОПИ до вступления приговора в законную силу оставить прежний, заключение под стражу. Признать Хмаила Рамина Нуриевича виновным в совершении преступлений. Назначить Хмаил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Хмаил до вступления приговора в законную силу оставить прежний, заключение под стражу. В течение 5 суток копии приговоров будут направлены сторонам. Они имеют право обжаловать приговор в установленном законом порядке. Сима Аргун, Беслан Джинджулия, Абхазское телевидение. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба принял заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева. Возглавляемая им делегация уже второй день находится в республике с рабочим визитом. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев рассказал президенту Раулю Хаджимба, что в развитии двустороннего сотрудничества с Советом безопасности Абхазии ведется практическая работа по мониторингу состояния борьбы с преступностью и коррупцией. По линии прокуратуры, по линии МВД, по линии непосредственно Федеральной службы безопасности и по линии Росфинмониторинга поработать по вопросам общей преступности, организованной преступности и борьбы с коррупцией. По линии Совбеза вчера еще были в Творчевском районе, были на границе, проговорили с коллегами нашими непосредственно об охране государственной границы, поделились новыми элементами оперативной обстановки. Рашид Нургалиев заметил, что в составе российской делегации именно практики, которые могут поделиться опытом со своими абхазскими коллегами, обеспечить их методологическим материалом. Он проинформировал президента Абхазии, что план мероприятий Советов безопасности двух стран, намеченный на 2015-2016 годы, полностью выполнен. Рауль Хаджимба высоко оценил объемы работы двух ведомств. Сотрудничество предполагает работу, оказание помощи абхазской стороне. И эта помощь реальна. Никто не претендует на наш суверенитет. И все то, что мы делаем, нацелено на то, чтобы изменить положение дел по разным направлениям. В вопросах безопасности на границе, в вопросах, связанных с тематикой криминогенной ситуации. И разве это плохо? И поэтому я в полной мере отдаю себе отчет и хочу, чтобы многие наши люди тоже понимали бы, что без сотрудничества, без взаимного воздействия изменить многое в нашей стране будет невозможно. По словам президента, результатом плодотворной работы стало изменение криминогенной обстановки в Галском районе, который стал одним из самых спокойных и стабильных районов республики. На встрече, которая далее прошла за закрытыми дверями, обсуждались вопросы региональной безопасности. Затем состоялась расширенная встреча российской делегации с абхазскими коллегами, в которой участвовали руководители правоохранительных органов Абхазии. Подводя предварительные итоги, секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба отметил, что за годы совместного сотрудничества достигнуты весомые успехи в вопросах безопасности, обеспечения правопорядка и обороноспособности страны. Поэтому и эти встречи, и эти межведомственные консультации, они имели для нас, в первую очередь, коллег из Абхазии, имело очень огромное значение. Поэтому хочу выразить огромную благодарность вам, что Рашид Гумарович, вам, аппарату Совета безопасности, что нашли возможность и время приехать к нам, поделиться своим опытом и своими возможностями. В свою очередь, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев подчеркнул, что темой нынешней встречи стала борьба с организованной преступностью и коррупцией. Должна быть очень серьезная работа, связанная с соблюдением закона и законодательства в наших странах. И поэтому два этих направления, которые мы рассматривали в течение вчерашнего дня и сегодня будем подводить итоги, это организованная преступность и коррупция, это те два, наверное, сложных явления, которые разъедают, с одной стороны, общество, и которые, с другой стороны, подрывают доверие населения к действующей власти. Мы должны к этому серьезно относиться, и относиться действительно как люди, которые занимаются профессионально в этой сфере деятельности. И подобная встреча в рамках плана сотрудничества между Советами безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации призвана улучшить работу по взаимодействию правоохранительных структур двух стран и обменяться опытом. Мы с Мухаммедом Сидбеевичем были в Генеральной прокуратуре. Мы очень плодотворно, на мой взгляд, поговорили, оценили состояние, коллеги высказали проблемы, мы высказали те направления, по которым может быть идти строительство, и дальнейшее будем говорить непосредственно о развитии наших отношений. Кроме этого, мы были в Министерстве обороны, тоже коснулись многих вопросов, организационных вопросов. И затем мы выехали в Творчевский район на заставу, где мы говорили уже непосредственно о вопросах региональной безопасности. Далее обсуждение конкретных примеров по совершенным поездкам и рассмотрение практических советов прошло без участия журналистов.
Амра Амичба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Сегодня президент провел рабочее совещание по вопросам здравоохранения. Рауль Хаджимба отметил, что необходимо исправлять ситуацию в республиканской больнице, где, по его словам, не самая лучшая дисциплина, что отражается на эффективности и качестве ее работы. Во-первых, необходимо решить все кадровые вопросы. Если сил Минздрава не хватает, необходимо подключать кабинет министров, сказал президент. Ситуация в Сухумском роддоме также складывается не лучшим образом. Повторение последнего вопиющего случая в роддоме, когда умер новорожденный ребенок, неприемлемо. Вопросы будут решаться жестко, подчеркнул президент. Министр здравоохранения Республики Абхазия Анзор Гов сообщил, что уже подготовлены предложения по изменению ситуации. По итогам совещания президент дал поручение по истечении 2 недель разработать и предоставить комплекс мероприятий по решению существующих проблем в сфере здравоохранения. Уже после совещания министр здравоохранения Анзор Гов рассказал в интервью абхазскому телевидению, прокомментировал ситуацию, сложившуюся в республиканском родильном доме, и поделился планами по решению существующих проблем. Были обсуждены ситуации по роддому, вот с этим случаем, который был. Он, конечно, эти случаи у нас бывают. Президентом взят это на строгий контроль. Врачи, которые участвовали в этом, отстранены до разбирательства. Здесь руководство тоже будет нести определенную ответственность, конечно, в этом случае, так как организация работы сама зависит от руководителя. Я себя тоже не исключаю из этого списка, я все-таки за все ведомство отвечаю. Дальше мы, скорее всего, будем создавать структуру при Минздраве, подчинение республиканскому, это Госздравнадзор, который будет следить за качеством оказываемых услуг. Сегодня уже назрела пора систему здравоохранения выстраивать по-новому. Есть такая форма правления, она признана в Европе и в России, как директорат. Положение об этом, то есть здесь мы говорим, это должно быть идти в купе. Мы писали определенные письма по дипканалам Министерства здравоохранения и в Российскую медицинскую академию постдипломного образования о проведении здесь на территории Абхазии сертификационных курсов с последующей аттестацией всех врачей. Пока идет речь о 5 специальностях: это организация здравоохранения, гинекология, хирургия, педиатрия и терапия. В последующем все остальные специальности тоже будут охвачены. Кто вот сдаст, то есть будет конкурсная основа, то есть на руководящей должности мы будем брать по именно конкурсной основе и по знаниям, именно в области организации здравоохранения. Все остальные должны будут сдать аттестацию по специальности и допущены к работе только после сдачи соответствующего экзамена. Второе, должна быть систематизирована вся структура абхазформации, отпуск лекарств, все тоже должно быть систематизировано и сделана единая база. То есть должны быть определены категории граждан, наших льготников, которые будут получать бесплатное лечение. Такой проект будет, наверное, осуществлен, скорее всего, только по республиканской больнице пока. А потом мы все это по районам распределим. То есть будут рецептурные бланки. Есть специальная система, которая будет позволять нам отслеживать четко, кому сколько лекарств было выдано. То есть вот эти все структурные изменения, которые должны были произойти, президентом они озвучены, даны сроки исполнения. Первые сроки это 2 недели, и в последующем после сертификационных курсов все это произойдет в бюджете следующего года. Это с начала года начнется. Президент Рауль Хаджимба встретился с генералом армии Сирийской Арабской Республики Уалидом Маршан. Генерал рассказал президенту о ситуации в Сирии. Он отметил, что несмотря на все трудности, есть надежда на лучшее. Уалид Маршан подчеркнул, что большие участки территории уже освобождены от войск ИГИЛ. Он добавил, что существенную поддержку и помощь сирийская армия получает со стороны России. Рауль Хаджимба отметил, что народ Абхазии очень обеспокоен ситуацией в Сирии. Мы хотим, чтобы в Сирии стало спокойно. Мы хотим, чтобы народ сирийский работал бы в мирном процессе, под мирным небом. И, несомненно, та помощь, которая сегодня оказывается России, дает надежду на то, что сирийский народ выдержит. Выдержит и сумеет доказать всем тем, кто сегодня против них, что оружием только ничего не решается. Воля народа, сила его духа непобедимы.
Командно-штабные учения МЧС Абхазии прошли сегодня в Очимчире. На них отрабатывались действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В учениях приняли участие подразделения МЧС страны, а также кинологические службы Абхазии и России. За учениями наблюдали президент Рауль Хаджиба, представители МЧС Абхазии, России, Донецкой и Луганской народных республик. Тушение пожаров при ДТП, эвакуация людей из горящих зданий, высадка из вертолета в труднодоступных горных районах. На учениях отрабатывались все виды оказания помощи в самых экстремальных ситуациях. Зрелище было настолько захватывающим, что порой забывалось, что это просто учение. Наблюдатели с волнением следили за работой спасателей и, казалось, испытывали чувство облегчения после каждой успешной операции. Учения были совместными. В них принимали участие не только абхазские, но и российские спасатели. Они демонстрировали, насколько полезны могут быть в спасательном деле собаки. Четвероногие друзья человека при выполнении задания проявляли не меньше бесстрашия, чем их хозяева. Кстати, сегодня в Абхазии только создается кинологическая служба. Она, как сказал по завершении учений президент Абхазии Рауль Хаджиба, обращаясь к личному составу, очень важна для республики. Спасибо нашим друзьям из России, которые принимали сегодня участие. Кинологическая служба, которая создается в Абхазии, она важна. И я надеюсь, здесь будут продолжены ваши контакты, совместные работы для того, чтобы получить тот нужный результат. Жизнь такова, что чрезвычайные происшествия происходят. Бывают пожары, бывают аварии. И для нас, к сожалению, аварии на дорогах стали не редкостью. И вот та работа, которая была показана сегодня, продемонстрирована, свидетельствует о том, что специалисты такого уровня нам нужны технические возможности, и мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы эта структура состоялась бы, работала бы и работала бы качественно. Наблюдавшие за ходом учений специалисты отмечали, что они позволяют добиться слаженности в действиях команд в чрезвычайных ситуациях. Конечно, будет еще разбор полетов. Эти учения как раз-таки проводятся для того, чтобы оценить подготовленность, готовность в случае чрезвычайной ситуации, быстрого реагирования. Это будет пускай на море, с воздуха и так далее. Но есть вопросы, и мы будем их отрабатывать, исправлять те ошибки, которые так невооруженным глазом не видно, но они присутствовали. Мы их будем устранять. Учения прошли действительно на высоком профессиональном уровне. Показали практически все мероприятия, которые могут делать спасательные подразделения. Люди подготовились и показали свое мастерство. В ходе учений личный состав МЧС продемонстрировал навыки спасения в различных природных средах. На море, в заснеженных горах, в высотных зданиях. Спасатели показали свое умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, а также обезвреживать взрывчатые устройства. Была Кварча, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. В Министерстве экономики Абхазии подготовлен проект закона о налоговых льготах для малого бизнеса. Предполагается предоставление налоговых каникул начинающим предпринимателям от 1 до 3 лет в зависимости от отрасли и территориальной принадлежности. В ближайшее время законопроект будет рассмотрен на Совете предпринимателей при Министерстве экономики и затем будет направлен на согласование. Данную меру поддержки предполагается внедрить с 1 января 2017 года. Теме этнического сознания и самосознания жителей Абхазии посвящена докторская диссертация абхазского ученого, философа Ивана Тарба, защита которой прошла сегодня в Абхазском государственном университете. Оценивал работу диссертационный совет с участием абхазских и российских ученых. Сария Смыр расскажет подробности.
Социально-философский анализ формирования этнонационального сознания и самосознания. Так называется тема диссертационной работы, над которой трудился ученый, философ Иван Тарба на протяжении 10 лет. За время работы над диссертацией он встречался со многими известными учеными России, множество раз выезжал на различные конференции. Насколько удался научный труд, оценивал диссертационный совет с участием абхазских и российских ученых. На разных этапах его исследования я знакомилась с его результатами. Вообще мы довольно давно знакомы. Я уверена, что его исследование действительно внесет вклад в развитие не только абхазской философии, но и вообще мировой философии в целом, и в том числе российской философии. Очень интересные результаты и очень близко к национальной тематике, к основным этапам развития истории абхазского народа, абхазского этноса. Очень интересно все то, что делает Иван Дорофеевич. Для самого ученого работа над диссертацией давалась не так просто. По его словам, материала, на который он мог бы опираться при написании диссертации, было немного. Ученый признается, что его всегда интересовала тематика этнического сознания и самосознания жителей Абхазии. По крупицам собирая, как видите, пришел я к финишу. Проблем особых у меня нет. И абхазские ученые меня поддержали, российские ученые, все почти мои работы читали. Дело в том, что в научной литературе обычно исследование этноса и общества всегда применялась только марксистская теория, формационная теория по общественно-экономическим формациям. Она в какой-то степени не вписывается в историю и культуру многих народов, тем более малочисленных народов. А я взял другой метод, цивилизованный метод, и использовал метод Данилевского, Вернадского и Гумилева, моего кумира, который занимался как раз-таки этносом и биосферой. И на основании этого, значит, у меня постепенно родилась вот такая мощная идея. Во время защиты диссертации Иван Тарба подробно раскрыл тему своей работы. Он отметил, что во все времена философия жителей многонациональной страны была очень интересной, не похожей на остальные. Присутствующие, в свою очередь, отметили, что тематика, которую выбрал для написания диссертации Иван Тарба, представляет большой интерес не только для Абхазии, но и для России. Более того, она станет хорошим подспорьем для дальнейшего изучения философских взглядов абхазского общества. Защита диссертации шла несколько часов. Соискатель ответил на многочисленные вопросы членов диссертационного совета. Исходя из услышанного, они единогласно вынесли решение присвоить Ивану Тарба ученую степень доктора философских наук. Сария Смыр Саидайба, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гомба прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. В его рамках были награждены 44 педагога, которым указом президента присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Амра Амичева продолжит тему. Указом президента 44 преподавателя школ, городов и районов страны за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения были удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Поздравить учителей пришел и сам президент. Педагоги вносят огромный вклад в строительство государства, подготавливая будущих специалистов, подчеркнул Рауль Хаджимба. Ваш когнитивный труд сопряжен с немалыми трудностями, но вы, учителя, всегда были и остаетесь носителями лучших идей, взглядов, без которых немыслимо формирование полноценного национального мировоззрения. Мы знаем, в каких непростых условиях приходится вам обучать детей и юношей, передавать прочные знания и навыки подрастающему поколению. Государство будет и впредь уделять особое внимание существующим острым проблемам, решение которых необходимо для значительного улучшения материально-технического состояния наших школ, дошкольных учреждений. Позвольте от всей души поздравить всех вас с профессиональным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, новых достижений на высоком и благородном поприще служения народному образованию. На сегодняшний день более 4000 учителей работают в 150 школах страны. В них обучаются 27 тысяч учащихся. От качества обучения зависит развитие страны на десятилетия вперед. Именно от качества и содержания вашей работы зависит развитие страны на десятилетия вперед, наша национальная перспектива, создание общества с более высоким уровнем жизни и играет ключевую роль в сохранении нации
ее генофонда. Затем настала очередь самих главных героев торжества. Начальник госпротокола президента Хибла Возба зачитала указ президента. На сцену поднимались лучшие из лучших, заслуженные учителя Абхазии, за спиной которых многолетняя работа в школе. Нелли Васильевна Ляйс 54 года преподает химию в 4-й Сухумской школе. Это одна из немногих школ республики, в которой есть отдельный кабинет химии. Нелли Васильевна рассказывает, что каждому вошедшему в класс ученику она говорит, что школа – это храм знаний. Мы сейчас бедно живем. В каком отношении? Эксперимента у нас очень мало. 1/4 школа, которую я смогла сохранить. Но школу полностью святой храм построили. Я, например, ученикам всегда говорю, это храм науки. Это святой храм науки. Я так учащийся учу по сей день. Зашел, ты зашел в храм науки. Не плюйся, не ругайся и так далее. Каждый из нас чей-то бывший ученик. Каждый, без сомнения, благодарен педагогам за знания, за то, что стали наставниками, во многом определяющими мировоззрение, ценности юных граждан. И у каждого есть любимый учитель, вспоминая которого школьные годы кажутся не столь далекими. Со сцены филармонии в этот вечер звучали пожелания крепкого здоровья учителям, радости общения со своими воспитанниками и гордости за их будущие дела и поступки. А затем для всех присутствующих состоялся праздничный концерт. Амрамич Басаида Гухава, Абхазское телевидение. Народ Абхазии любит и чтит свою историю, увековечивая в бронзе и граните все то, что сыграло значительную роль в его судьбе. В столице республики, например, немало памятников поэтам и писателям или посвященных значимым историческим событиям. В каком состоянии скульптурные композиции и кто за ними ухаживает? Об этом наш следующий сюжет. Современный облик Сухума формирует не только объекты архитектуры, но и монументальные комплексы и городские скульптуры. Но далеко не все они находятся сегодня в надлежащем виде. К примеру, памятник видному государственному и общественному деятелю Абхазии Ефрему Эшба из белого мрамора стоит с подтеками. В некоторых местах отлетела плитка. Не совсем приглядный вид памятника народному поэту Абхазии Баграту Шинкуба. Клей, соединяющий плиты гранитного постамента, потек и оставил вот такие следы. Установленный в 2011 году в сквере перед парламентом памятник жертвам политических репрессий 30-40-х годов прошлого века осквернен вандалами. Раньше на нем была надпись «Жертвам политических репрессий». Ее повредили, исчезли несколько букв. Специалисты сняли поврежденную надпись, и сейчас она на реставрации. Видно, те, кто совершил акт вандализма, были не в курсе, что 3-тонная каменная глыба, обвитая колючей проволокой, символизирует безысходность судьбы репрессированных, которых только в Абхазии было около 7 тысяч. А это памятник из бронзы смелой бортпроводницы Надежды Курченко, вернее то, что от него осталось, представляет собой унылое зрелище. 2 года назад из-за сильного ветра на памятник упал и повредил его росший рядом кипарис. Бронзовую статую, которая внесена в реестр памятников культурного наследия Абхазии, демонтировали. Сейчас памятник Курченко ждет реставрации. МЧС дерево убрали, распилили, какое-то время находилась на территории МЧС, потом они обратились к нам, мы увезли, она находится, скульптура в спецавтохозяйстве, там отсутствуют фрагменты ноги, руки, то есть она подлежит, конечно, реставрации. В советские годы в парке имени Курченко принимали в пионеры, читали патриотические стихи, мемориал посещали гости столицы. А сегодня здесь бутылки из-под алкоголя. Главный символ воинской доблести Абхазии, мемориал в парке боевой славы в Сухуме, также требует реставрационных работ. На памятных плитах некоторые имена скоро будет сложно прочесть. Этот порошок, где буквы, обозначены были буквы, он давно уже весь погодными явлениями стерся, либо вообще его нет. Поэтому там нужно делать реставрационные работы. Плиты, многие клей не выдерживает, уже отбиты. Поэтому, естественно, я считаю, что один из главных наших монументальных таких сооружений, и это память погибшим. Мы в первую очередь, наверное, должны его приводить в порядок, и на это должны отпускаться деньги, чтобы мы его могли постоянно следить. В 2010 году на набережной Сухума был открыт памятник махаджирам. Важный символ и для тех, кто вернулся на историческую родину, и для тех, кто по-прежнему живет за ее пределами.
он также нуждается в уходе. Однако, как выяснилось, ни в Министерстве культуры, ни в столичной администрации не заложены расходы на содержание всех этих памятников. Коммунальным управлением города ставился вопрос о необходимости включить в бюджете города средства для ухода за уличными монументами отдельной статьей, но из-за скудности городского бюджета пока этого сделано не было. К нам обращаются, когда какое-то событие, вот мы начинаем тогда спешно их мыть, потому что на их содержание не предусмотрено никакого финансирования. Пересмотрев все нормативные документы, я не нашла ни одного документа, чтобы коммунальное управление несло какую-то ответственность за их содержание. Памятники в Сухуме, в других городах Абхазии, такие произведения искусства, которые находятся в естественной среде, они, конечно, нуждаются в определенном уходе, и проблема эта существует. На сегодняшний день спасибо местным органам, которые к знаменательным датам, к особому случаю, то есть принимают меры для того, чтобы привести в порядок и сам памятник, и окружающий ансамбль. Утвержденного реестра памятников, к которым относятся скульптуры, обелиски, памятные знаки, стелы, монументы, нет. Но есть предварительные списки, по которым Министерство культуры ведет активную работу. Сейчас в рамках государственной программы инвентаризации Департамент культурного наследия готовит свой список памятников, который появился в последние 20 лет. А многие из памятников, как вы знаете, появляются стихийно, и, к сожалению, нет определенного учета. И в целях такой вот систематизации, в том числе всех вопросов, связанных с памятниками, была создана монументальная комиссия при Кабинете министров. Чистить памятники нужно аккуратно, с соблюдением технологических норм, специальными растворами. И, конечно же, это должны делать специалисты, тем более, когда речь идет об устранении дефектов на поверхности памятника. Так как это произведение искусства, опять-таки, которые находятся в естественной среде, все они выполнены из разных материалов, из камня, гранита, мрамора, металла, и, конечно, каждому нужен определенный уход. Если это ансамбль, где и садово-парковое искусство представлено, и монументальное, несомненно, этим должны заниматься разные службы. Открываем памятные какие-то доски. Все это торжественно, красиво, но дальше мы не передаем никому это на обслуживание, либо не закрепляем зону ответственности за это. Возможно, проблема вскоре будет решена. На ближайшем заседании правительственной комиссии по монументальному искусству планируется обсудить вопрос об уходе за памятниками. Елена Луло, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Мероприятия, посвященные празднованию столетия Абхазского государственного музея, обсуждались на встрече в Абхазском государственном музее с участием министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия. Обсуждался, в частности, план мероприятий, подготовка материала для издания альбома, состоящего из фото, статей, научных публикаций, а также проведение научной конференции и запуск сайта Абхазского государственного музея. В Тхуарчале завершилась неделя абхазского языка. Мероприятие было организовано Управлением образования города. Участие в нем приняли все школы Тхуарчалского района. Художественное слово наших писателей – так называлась тема, на которой учащиеся школ читали стихи известных абхазских писателей. Необходимо отметить, что мероприятие, посвященное Дню абхазского языка, проводится ежегодно. Основная тема – это художественное слово наших писателей. И прозвучали сегодня стихи наших основоположников абхазской литературы. Самое главное то, что дети обязаны и должны знать свой родной язык и знать основателей абхазской литературы. После почти десятилетнего перерыва 5 ноября состоится народный праздник Лахнашта. По традиции на празднике будут представлены все села Гудаутского района. На импровизированных двориках будут организованы выставки работ народных умельцев, установлены столы с блюдами национальной кухни, дарами осени. И, конечно, состоятся конно-спортивные соревнования. В эти дни на исторической поляне села Лахны проводятся работы по организации праздника урожая. По разным причинам Лахнашта давно не проводилась. Это праздник урожая. Администрация района, республики решили в этом году провести этот национальный праздник. Здесь будут участвовать
все села района. Они будут представлять свои дары осени. И какой же праздник на Лыхнашта без скачек, без творческих коллективов. Кто посетит это мероприятие в первых числах ноября, получит огромнейшее удовольствие. Добро пожаловать в село Лыхны. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается облачность, в прибрежных районах дожди, в предгорьях дождь со снегом, в горах снег. В воскресенье температура воздуха ночью плюс 6-8 градусов, днем плюс 12-14 градусов. Температура морской воды плюс 17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.